эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Новые горизонты сотрудничества в Арктике. Что обсуждали на совещании в Якутии? Строители, волонтеры, спасатели, бойцы студенческих отрядов могут все. Сегодня, в День студенческих отрядов, расскажем о неоценимом вкладе этого движения в развитие республики. Новые высоты мастерства. Какие компетенции покоряют участники чемпионата профессионалов 2025 в Нерюнгри? 2 языка хорошо, 3 лучше. Башкортостан перенимает опыт Якутии в полилингвальном образовании. Аромат плова и шелест шелка Узбекистана раскрывает свои секреты в Якутске на презентации туристического потенциала республики. Северный форум расширит международное сотрудничество в Арктике. Глава Якутии провел совещание, посвященное деятельности Северного форума, на котором подвели итоги прошлого года и наметили планы на 2025 год. Основной задачей на будущее названо масштабирование деятельности форума, расширение международного сотрудничества и развитие научно-образовательных инициатив. В ходе совещания отмечена важность поддержки новых направлений международного сотрудничества, инициированных Северным форумом. Глава Якутии выразил уверенность в дальнейшем укреплении позиций форума в разработке долгосрочных стратегий развития Арктики. Жители арктических районов региона получат помощь в строительстве частных домов. Эта мера поддержки разработана по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Так, по новой схеме гражданин покупает материалы, и все это через арктическую торгово-логистическую компанию доставляется безвозмездно в северные отдаленные улусы. Ожидается, что мера поддержки снизит стоимость строительства частного жилья. Например, один полуприцеп может перевезти бесплатно 60 кубов материала со стоимостью 900 тысяч рублей. На сегодняшний день в соответствии с указом главы республики Арсения Сергеевича на 2025 год предусмотрен 41 миллион на доставку строительных материалов для граждан для строительства индивидуального жилого дома. На сегодняшний день порядок на окончательном утверждении находится в правительстве. После утверждения в марте месяце начнем собирать заявки через органов местного самоуправления. По итогам сбора всех заявок средства будут распределены между муниципальными районами и доведены лимиты до арктической торгово-логистической компании. Сами граждане будут приобретать свои строительные материалы, доводить до арктической торгово-логистической компании, а те, в свою очередь, в период навигации доведут все эти строительные материалы. Далее смотрите подборку самых заметных новостей от наших коллег Ленского района. В Ленском районе закончились отчеты правительства. Заключительный для населения города состоялся вечером в пятницу. Заместитель председателя правительства отчиталась перед ленчанами о проделанной работе за год. Остановилась на важных моментах и цифрах. После часового отчета Ольга Балабкина в течение еще 2 часов отвечала на вопросы жителей. Их интересовали проблемы здравоохранения, отсутствие узких специалистов, долгое ожидание приема офтальмолога, также вопросы транспортной доступности, льготные проезды до города Якутска, ремонт инфекционного отделения, отсутствие пандусов в музее. Депутаты задали вопросы по расселению микрорайона Северный, некачественных пассажирских перевозок и многие другие. Некоторые вопросы Ольга Балабкина попросила членов рабочей группы решить прямо на месте. Те, которые в исполнении возможны, да, как бы там не стратегического плана, да, в исполнении можно решать сразу, а можно, которые в разрешение поставлены. Но я лично удовлетворена тем, что уже сегодня в любом случае программа переселения в Ленском районе, как мы обещали, она двигается, и вы же даже сами видите, что по накалу того, что было в зале даже в прошлом году по поводу Северного, да, оно значительно легче уже воспринимается, и поэтому, потому что движение есть, так же, как по водоочистке по берегу реки Нию, да, есть проблемы по реке Мухтуя, решение главой принято, и поэтому, что ж, мы действительно ждем 2028 года. Остаются проблемы транспортной доступности авиационной. В
субботу в Ленске состоялся митинг, посвященный 36-й годовщине вывода войск из Афганистана и всем тем, кто исполнил свой воинский долг за пределами Отечества. Траурный митинг состоялся на Аллее Победы возле мемориала воинам-интернационалистам. Здесь собрались представители власти, участники боевых действий в Афганистане, их родные и близкие, участники специальной военной операции, также общественность. Участники митинга почтили память тех, кто не вернулся домой, исполняя свой интернациональный долг, минутой молчания, и возложили цветы к мемориалу, посвященному подвигу воинов-афганцев. Мы просто обязаны взращивать в нашем подрастающем поколении любовь к своей семье, любовь к своему району, любовь к своей родине и к своей стране. Сегодня на нашем митинге присутствуют ребята, участники специальной военной операции. Это настоящие герои, чьи имена уже вошли в историю нашего района, нашей республики и нашей страны. Ребята, мы с вами, мы вас очень любим и ждем с победой. Спасибо вам за то, что вы делаете, за ваш подвиг. Ленские красавицы готовятся к конкурсу «Жемчужина Ленска». 10 старшеклассниц поборются за звание лучшей. Мероприятие пройдет к 8 марта. Подготовка идет большая. В течение месяца участницы посещают подготовительные мероприятия к финальному шоу. Мастер-классы, фотосессии, тренинги, дефиле и другие. С девушками занимаются специалисты по хореографии, вокалу и сценической речи. Девочки уже много чего усвоили, много к чему готовятся. Платье себе подготавливают. Мы будем там готовить визитку вместе, да, обсуждать, как это все у нас будет обстоять. И еще, ну, конечно же, дефиле, дефиле, дефиле. Самое главное – это на сцене красивая походка и улыбка девочек. В выходные в Ленске прошло интересное мероприятие для школьников и воспитанников детских садов – фестиваль по робототехнике. Участникам нужно было на время с помощью компьютерной программы собрать робота и запрограммировать его. Ребята были увлечены процессом сборки. С задачей справились все. Жюри высоко оценили способности участников. Более подробно о каждом событии мы расскажем в наших новостных сюжетах. Такими были новости на сегодняшний день. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Боец СВО избран главой поселка Ленинский в Алданском районе. 16 февраля жители поселения выбрали нового руководителя. Свое избирательное право реализовали более 1000 человек из Ленинского, Лебединого и Первого района. Явка составила 45%. Лидером с явным преимуществом стал участник специальной военной операции Анатолий Потируха, которого выдвинуло местное отделение партии «Единая Россия». Алданской территориальной избирательной комиссии Анатолий Александрович уже зарегистрирован в данной должности. Настроение отличное. Победа была, ну, в принципе, были уверены в ней. От партии сильный шел, от «Единой России». Ну, борьба такая была, конечно, скажу, сильная. Но, тем не менее, мы победили. Благодарю всех, конечно, жителей, что доверились нам всеми силами своими, своей работой. Буду стараться доказать, что не зря они дали нам доверие. Всем огромнейшее спасибо жителям, которые за нас проголосовали. Победа всегда за нами. Будем работать. В Якутии отметили День студенческих отрядов, наградив отличившихся бойцов. За более чем 60-летнюю историю участники студотрядов внесли значительный вклад в различные сферы, участвуя в масштабных стройках и помогая в устранении последствий стихийных бедствий. Особенно заметна их роль в организации 8-х спортивных игр «Дети Азии». За время существования движения через студенческие отряды прошло более 20 миллионов человек по всей стране. В честь праздника лучших бойцов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от министерств и предприятий, а новобранцам вручили их первые бойцовки. Действительно, с этим движением связана очень большая история. Это, конечно же, большие стройки, большие объекты, как минимум это БАМ, да, который все тоже знают. И, конечно же, объекты там Олимпийских игр. Благодаря студенческим отрядам действительно проделывается огромная работа в нашей стране и в республике в том числе. И поэтому это действительно очень классное движение, к которому стоит прикоснуться каждому. В Нерюнгри стартовал региональный чемпионат «Профессионалы-2025». С каждым годом чемпионат растет и развивается. Появляются новые компетенции, все больше студентов могут принять в нем участие, показать свои способности и умения. Продолжат наши коллеги из Нерюнгри.
Знакомство, обмен опытом, новые идеи – все это становится возможным на площадках чемпионата. В период с 17 по 20 февраля в региональном чемпионате «Профессионалы-2025» примут участие студенты колледжей с разных уголков республики. Поселок Удачный Хандыга, город Алдан, Нерюнгринский район. Обмен опытом есть, потому что у нас в Алдане углем мы не занимаемся, и так интересно было это все увидеть. Другое что-то. Чтобы участники показали себя во всех тех дисциплинах, которые проводятся. Вообще, в принципе, на этом конкурсе я хочу получить больше знаний о своей специальности. В принципе, показать свои знания и набраться знаний от других участников. На протяжении 3 конкурсных дней 15 участников готовы будут показать свое профессиональное мастерство, а 9 экспертов обеспечат справедливое и беспристрастное судейство. Лучшего из лучших определят по следующим компетенциям: горнорабочий подземный, обогащение полезных ископаемых, ремонтник горного оборудования. Конкурс сам по себе проходит на нашей базе не впервые, а вот компетенции впервые, если не считать ноябрьского чемпионата, который мы заводили эти 3 компетенции для того, чтобы сейчас можно было выйти на региональный уровень. В последующем мы эти 3 компетенции будем стараться завести на федеральную повестку, для того, чтобы угольная промышленность была представлена на уровне федерации, Российской Федерации. Мастерство участников чемпионата напрямую зависит от знаний членов экспертного сообщества, которые в свою очередь тоже постоянно совершенствуются. Поэтому чемпионат – одно из самых престижных состязаний среди юных профессионалов, дающее возможность профессионального развития и роста. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Объединить усилия для решения общих задач. В Якутск прибыла делегация Республики Башкортостан. Цель визита – ознакомиться с лучшими практиками по сохранению в регионах полилингвального образования. А с подробностями Петр Васильев. Гостей встретили, как полагается, с оладьями и алгысом. И это неспроста. Эксперты говорят, лучший способ познать язык – погрузиться в культуру. У нас население тоже такое же неоднородное, скажем так. И есть и русские, башкиры, татары, удмурты и так далее. И эти языки без какого-то специального внимания трудно сохранить в современном мире. Плацебо – самое главное – разговаривать на нем, особенно со своими детьми. Тогда этот процесс намного более приятен и эффективен. Сегодня преподавание дисциплин на якутском и русском языках для республики не в новинку. Вопрос этот уже давно и системно прорабатывается и изучается на самых разных уровнях. Уже не просто создаются отдельные классы, где образовательный процесс ведется на 2 языках. Есть уже и целые школы с подобной методикой. Цель у них у всех одна – сохранить, развить и приумножить якутский язык. Наши дети, несмотря на среду такую билингвальную, они с интересом изучают родной язык. У нас, конечно, сложновато при таких условиях, но мы все стараемся, наши учителя опытные все, приученные уже к такой среде обучать. Давно уже работают опытные учителя, и молодые учителя тоже у нас подхватывают на опыт поколений. Ну а сами школьники подходят к изучению языков творчески. Традиционные образовательные технологии они совмещают с современными методами. Я изучаю свой родной язык, конечно же, дома. Все начинается с дома. Мы всей семьей говорим на якутском языке все. И во-вторых, конечно же, я изучаю свой якутский язык с 1 же класса. И упорно начала изучать с 5 класса. Я бы посоветовала уверенно говорить, потому что это наш собственный язык, и не нужно бояться. К слову сказать, многие специалисты говорят, в современном обществе полилингвальная модель образования, формирование поликультурной личности, владеющей несколькими языками, является одним из самых важных направлений образовательного пространства. Петр Васильев, Нюргун Старостин, Якутск. В картинной галерее Алмазного края открылась дебютная выставка фотографа Владимира Шаботина и художницы Анастасии Бледных. Таежные уголки и просторы, запечатленные на кадрах Владимира и живописи Анастасии, представят зрителю мир труднодоступной расцветной сумеречной дикой природы Якутии.
Анастасия Бледных – коренная мирненко, выпускница художественного отделения детской школы искусств города Мирного с профессиональным стажем более 15 лет. По словам художницы, она может рисовать на любом полотне. Так, в прошлом году одной ее больших работ стал мурал, разрисованный в одном из высоток города Нейрунгри. Одна из картин, получается, одна из первых, которую начала писать, меня сподвинула при знакомстве, получается, с Владимиром, мы знакомы с ним давно. Я когда увидела его работу, я такая думаю, вот это я хочу, думаю, писать. И мы прям очень много работ с ним совместно все отбирали, и мы пришли к тому, что хотим сделать совместную работу по этому картину, которая называется «За туманом». Она писалась, получается, с начала января прошлого года, 2024. И она такое, можно сказать, большее значение, наверное, имеет из всех картин, потому что прям вложено на самом деле и времени много, и оно с таким... То есть я рисовала и расслаблялась. Процесс такой был. Фотограф Владимир Шаботин работает спасателем в Мирнинской поисково-спасательной базе. Искусство фотографии захватило его еще в школьные времена. Занимался в фотокружке, проявил свою первую пленку и распечатал. Автор отдает большое предпочтение ночным кадрам, погружающих в звездные полотна и сумрачные леса. Уникальной назвать, наверное, какой-то фотографии невозможно, потому что за каждой есть своя история. Они правда, сделаны там. Наверное, ночные фотографии. Больше всего люблю ночные фотографии. Люблю за атмосферу. Я нахожусь в лесу ночью. Это интересно. Это, в принципе, мало кто видел. Необычная совместная выставка по-настоящему запечатлила ценителей искусства. Работы Анастасии Бледных и Владимира Шаботина интересно видеть рядом. При всей их разновидности в них можно найти точки пересечения, и такой поиск поистине будет увлекательным для зрителей. Анна Васильева, Мирный. Арт-вечер компании «Утум Плюс Джаз» на Мерзлоте прошел в минувшие выходные в Хангаласском районе республики. Мероприятие объединило как молодых артистов, так и опытных и именитых творцов. Чем творческая группа удивила своих гостей, расскажет Саргалана Неустроева. Как и заявляли организаторы арт-вечера, мероприятие стало настоящей встречей культур, объединившей разные виды современного и традиционного творчества под одной крышей. Так, впервые на сцене джаза на Мерзлоте Валентина Романова-Ческыра исполнила свои композиции, объединив знакомые народные якутские мотивы с джазовой аранжировкой. Мы носители народного искусства, носители народной музыки, мы должны популяризировать, чтобы другие национальности слушали. Мы все новое делаем, но корень-то этно остается. Еще одним знаковым направлением вечера стала своеобразная экспозиция работ именитых якутских художников и совсем молодых мастеров. Последних, кстати, по достоинству оценили не только гости мероприятия. Сегодня увидел, очень понравились работы, особенно это, оказывается, моего знакомого Александра Кирилловича, сын младший, оказывается, живет в Москве, и в частности, одну работу выставил. Интересная работа. Изюминкой вечера, вопреки ожиданиям, стало не выступление артистов и даже не представленная выставка, а арт-перформанс молодого художника. Здесь не надо искать скрытые смыслы. Сам по себе жест, манифест современного якутского творчества и громкий крик «Мы здесь и мы творим». Отмечу, что зрителями перформанса в основном стали именно те, кто и будет формировать якутскую культуру в будущем – студенты и воспитанники музыкальных училищ. Тем не менее, такую концептуальность оценили все – и те, кто с искусством на «ты», и те, кто далек от эфемерных понятий. Какой-то очень уникальный опыт. Мне кажется, что в России такое проводится очень часто, такие арт-перформансы. Музыка очень сильно способствовала восприятию именно самой картины. Если бы не было музыки, то это совершенно можно было по-другому понять. Да, это было круто, мне понравилось. Такое это для Якутска
как бы почти новинка. Да? Даже зрители, девочка, которая снимает, кто он играет, и это все вообще классно выглядит. Сделать искусство доступным для каждого – такова главная задача мероприятия, отмечает один из его организаторов Олег Карамзин. Всего вечер посетило свыше 100 человек, и количество приобщенных еще возрастет. Ведь в планах у компании проводить арт-вечер как минимум раз в полгода. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Хангаласский район. Во Владивостоке состоялся юбилейный 10-й ледовый полумарафон на льду Японского моря. Проводится это мероприятие с 2016 года. В этом году забег привлек более 1500 участников. География мероприятия значительно расширилась, охватывая не только Дальний Восток, но и всю Россию, включая 51 регион и 7 стран. Стоит отметить, что участие приняли также спортсмены из Якутии. Участники имели возможность выбрать среди нескольких дистанций на 5, 10 и 21 километр. В этом году новинкой стал 15-километровый микстрейл, который сочетает в себе бег по льду и по суше. Мне кажется, во-первых, это сначала кажется необычным, особенно когда ты в первый раз. Ну, то есть ты бежишь не по ровной поверхности, в дисциплине лучше, а по льду. Соответственно, это специальная экипировка, в принципе, и верхняя одежда, и специальная обувь с шипами, чтобы не скользить. И мы вообще как бы перед забегом устраиваем постоянно тренировки и на льду, и не на льду, и СБУ, для того, чтобы люди были готовы, в том числе бежать по льду. То есть это и техника бега, и поверхность. И поэтому, в принципе, мы стараемся всех уведомить о том, как надо готовиться, чтобы люди более-менее были готовы. Восточная сказка в северном городе. В Якутске прошла презентация туристического потенциала Республики Узбекистан. Гости из солнечной страны рассказали про новые маршруты по древнейшим городам республики. Подробнее в сюжете Вероники Таюрской. Сказочный Регистан, ферганский плов, загадочная Хива. Это и многое другое презентовали во время рабочего визита генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов и первый заместитель председателя комитета по туризму республики Джамшид Абдусаламов. В сентябре в прошлом году был мой первый визит в качестве генерального консула. Я встречался с главой Якутии Александром Сергеевичем. Мы обговорили о сотрудничестве и развитии. Межрегиональное сотрудничество. После этой беседы и встречи мы начали в активном формате работать. Уже планируем визит главы региона в Республику Узбекистан. Но любое развитие всегда начинается через призму культурно-гуманитарных связей. Богатая культура, древняя история и вековые традиции сделали Узбекистан перекрестком цивилизации. Страна входит в десятку быстрорастущих туристических направлений, а ее города стали признанными мировыми центрами культурного наследия и вошли под опеку ЮНЕСКО. Обмен опытом в области культуры, образования, туризма и в других сферах станет хорошим трамплином для дальнейшего сотрудничества между двумя республиками. У нас уже несколько гастролей театра было, да, мы хотим, чтобы все наши коллективы ездили, так как, может быть, дни Якутии прошли в Узбекистане, да, нам есть что показать, рассказать. Наш эпос Ланхо, наше кино, анимация, мы готовы тоже сотрудничать в области креативных индустрий. Нам вот эта перспектива очень интересна. У нас несколько делегаций уже в Узбекистан выезжало. Есть наши ребята, которые там живут, работают. Якутии есть что показать. Знаменитый полюс холода, гастрономические изыски, самобытная культура давно стали визитной карточкой республики. Министр по внешним связям и народам Якутии, представляя республику гостям из Узбекистана, отметил, что регион открыт к международному сотрудничеству. Узбекским коллегам и друзьям мы представим туристический потенциал республики Саха-Якутия для того, чтобы углублять как раз сотрудничество между Якутией и Узбекистаном именно в сфере туризма. Потому что потенциал на сегодня огромен. Республика Узбекистан сегодня является одним из лидеров на пространстве СНГ по туризму, по развитию туризма. Очень много у них программ. В ходе туристической презентации Республики Узбекистан стороны отметили, что дальнейшее сотрудничество станет мостом между снежной Якутией и солнечным Узбекистаном. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это вся информация. До встречи в дальнейших эфирах.